Приветствую, дорогие друзья! Сингапур – это одно из самых богатых и красивых государств Азии. Туристы восхищенно фотографируют невероятный город. Но так было не всегда. Меньше чем 100 лет назад Сингапур был одной из колоний Британской империи. Страна не имела никаких ресурсов, им приходилось импортировать даже воду. Сейчас же картина совсем другая. Ли Куан Ю называют творцом сингапурского чуда. Он руководил страной с момента обретения им независимости и до конца своих дней. За этот период из разрушенного города он сотворил передовую страну. Как же ему это удалось? Секрет успеха Ли состоит в том, что он был предан своим принципам. Мы создали Сингапур буквально из ничего. Начав со 150 душ в нищей рыбацкой деревушке, построили один из крупнейших городов мира в 2 градусах от экватора. В такой близости к экватору существовала лишь еще одна цивилизация – это майя на полуострове Юкатан. Так прокомментировал глава Сингапура процветание своей страны. Премьер-министр хотел уничтожить коррупцию и был настроен решительно. Если вы хотите победить коррупцию, вы должны быть готовы отправить в тюрьму своих друзей и семью. Чиновникам подняли зарплаты, чтобы не было соблазнов, и создали независимые СМИ, которые 24/7 освещали жизнь политиков. Если ты тратишь более чем зарабатываешь, то рискуешь потерять все – работу, деньги и льготы. Плюс штраф за взятки $100 000. Если власть государства, которым мы управляем, будет использоваться не чтобы улучшить жизнь общества, а чтобы набить карманы меньшинства из властной иерархии, то нам придется плохо, говорил Ли Куан Ю. Касательно жителей, в стране действуют суровые законы. В Сингапуре до сих пор действует смертная казнь. За некоторые преступления избивают палками. К тому же не запрещено наказывать детей физически. В магазинах можно купить специальные палки, которые воспитывают детей. Ли Куан Ю хотел наполнить страну умными людьми, которые способны учиться. Очень важно было научить наших детей думать, заявляет мужчина. Премьер-министр делал все, чтобы иностранные компании обратили на их страну внимание. Он хотел, чтобы другие страны размещали в Сингапуре свой бизнес и давали людям рабочие места. Сингапурцы быстро улавливали, как и что работает. Получив необходимые знания и опыт, они смогли создавать собственные передовые продукты. Например, сингапурские авиалинии сейчас считаются одними из лучших в мире. У людей разные мнения о политике Ли Куан Ю. С одной стороны, премьер-министру удалось за 50 лет перевести Сингапур из третьего мира в первый. Но многие считают, что многие сингапурские правила и запреты ограничивают права человека. А как считаешь ты? Непременно поделись своим мнением в комментарии.